И это чиновник еще не самого высшего ранга. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете всю суть политической системы в Таджикистане. Тут не про научные фразы, а про реальные факты. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Бывший чиновник мэрии Пиджикента, которого несколько месяцев назад заподозрили в мошенничестве, хотя он тогда не признал себя виновным, теперь обвиняется в совершении другого преступления. Прокуратура города Пиджикента обвиняет теперь бывшего начальника отдела молодежи и спорта администрации Пиджикента Афзалшоха Дуздзода в хищении государственных средств. В прокуратуре Сагдийской области разъяснили детали официального обвинения против Дуздзода. Представитель прокуратуры Фарух Алиджанзада, комментируя вопрос об пиджикентском чиновнике во время недавней пресс-конференции, заявил: в первом случае указанное лицо, используя свое служебное положение путем мошенничества, получил у отца одного из призывников крупную сумму денег, пообещав отправить его сына на альтернативную службу, но свое обещание не выполнил, а деньги присвоил себе. Во втором случае он, используя свое служебное положение, присвоил себе часть денег из средств, предназначенных для футбольной команды Пиджикента. Афзалшох Дуздзода сейчас обвиняется по статье 245 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, то есть присвоение или растрата, и по статье 247 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, то есть мошенничество, и расследование его дела продолжается. Если эти обвинения будут доказаны, бывший чиновник может быть приговорен к крупной сумме штрафа или к лишению свободы. Как вы относитесь к такой ситуации? И это какой-то местный чиновник. Страшно представить, сколько воруют столичные главные чиновники. Как вы думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Весной этого года Афзалшоха Дуздзода обвинили в мошенничестве, и тогда прокуратура заявила, что в феврале-марте этого года он получил крупную сумму денег у жителя Пиджикента и пообещал отмазать его сына от службы в армии. Тогда житель Джамаата Саразм подал жалобу на то, что Дуздзода пообещал сделать его сыну военный билет и получил от заявителя около 28 тысяч самани. Афзалшох Дуздзода эти обвинения отвергает. Он отметил, что те, кто подал на него жалобу в прокуратуру, являются его родственниками, и между властями и ними возникло недопонимание. Я на основании новой редакции закона о воинской обязанности лишь руководил их действиями, чтобы на основании закона освободить их сына от срочной службы. Так как они приехали из сельской местности, то поэтому попросили меня помочь им с документами и сдать деньги в банк. По закону сейчас можно заплатить деньги, чтобы не служить срочную службу, и пройдя месячные сборы, можно получить военный билет. Мы получили из городского военкомата квитанцию, чтобы оплатить за альтернативную службу, и пошли с ней в банк, но в банке эти деньги не приняли. В Таджикистане по новому закону молодые люди могут получить военный билет, заплатив порядка 25 тысяч самани и пройдя службу сроком 1 месяц в составе мобилизационного призывного резерва. По словам Дуздзода, через некоторое время их вызвали ОВД, где он объяснил суть проблемы и передал следователям деньги. И сейчас неизвестно, получили ли заявители свои деньги обратно или нет. Попытки связаться с заявителем не увенчались успехом. Дуздзода также отказался комментировать новые обвинения. По данным прокуратуры, в прошлом году выявлено 5 случаев дачи взятки за выдачу военных билетов. Попытки избежать обязательную 2-летнюю военную службу в Таджикистане довольно часты. И некоторые люди пытаются решить проблему со срочной службой за взятку. Причиной же нежелания служить в армии являются неуставные отношения в армии, жестокое обращение с новобранцами, которое приводит иногда к увечьям и даже смертельным случаям среди военнослужащих срочной службы. Прокурор Сагдийской области Хуршед Худайорзода сообщил, что в 2021 году в области возбуждено 59 уголовных дел по факту отказа молодых людей от военной службы. Как вы думаете, виновен ли на самом деле чиновник? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии, как вы относитесь к альтернативной срочной службе. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.